Лихие водители и стрельба становятся атрибутами абхазской свадьбы. Как с этим бороться, а также о подготовке к курортному сезону поговорим сегодня с заместителем министра внутренних дел Ливаном Кварацхели. Ливан Сергеевич, здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. Жаркое лето и усиленный режим работы. Свадебный сезон, безопасность и обычаи. Где грань? Вот наряды стоят, они несут службу. Есть, конечно, к сожалению, есть и нарушения. Турист-автолюбитель. Кто и когда имеет право останавливать автомобили с иностранными номерными знаками? С иностранными госномерными знаками, которые въезжают в Республику Абхазия, без особого и грубого нарушения не останавливают. Если мы говорим об охране общественного порядка, то какие виды нарушений наиболее распространенные? Нарушения есть разные. Значит, есть административного характера, есть уголовного характера. В основном для автолюбителей, если говорить, значит, в основном наши граждане нарушают правила дорожного движения. Мы стараемся выделять ежедневно, как по городу Сухум, так и в других городах и районах, группы, которые будут нести службу для обеспечения безопасности и наведения порядка на местах. На сегодняшний день силами сотрудников, в основном из числа милиции общественной безопасности, проводятся рейдовые мероприятия, и на местах, где могут появиться сегодня отдыхающие, несут службу. То есть патрульные группы, они находятся на местах. Сотрудники криминальной милиции, естественно, они тоже, у них задача чуть-чуть посерьезнее, чем охрана общественного порядка, но они тоже участвуют, не только сотрудники криминальной милиции, все службы принимают участие в охране общественного порядка, а в основном возложено на милиции общественной безопасности. Есть план подготовки к летне-курортному сезону, утвержденный министром внутренних дел. С 1 июня этого года весь личный состав Министерства внутренних дел переведен на усиленный режим несения службы. В городах, вот как Гагра, Пицунда, туда мы уделяем особое внимание, значит, усиливаем патрульные группы. Есть группы быстрого реагирования, которые будут реагировать на все сообщения, на все звонки, которые будут поступать в дежурную часть на местах. А участковые инспектора, они со своей стороны, значит, совместно с работниками администрации, они тоже ездят, ходят, проверяют дома отдыха, пансионаты, если у нас есть частные гостиницы, места, где рестораны, кафе, там люди будут находиться, будут круглосуточно, если нужно, необходимо, круглосуточно будут нести службу для того, чтобы обеспечить им безопасность. Много отдыхающих приезжают в частный сектор. Какая профилактическая работа проводится с теми, кто сдает жилье таким образом? С ними чуть-чуть тяжело, но в этом направлении тоже ведется работа. Просто если хозяин не будет контролировать то, что у него происходит дома, будут ли заходить посторонние, там, незнакомые и так далее, там трудно одной милиции контролировать такие моменты. В республике функционирует 10 стационарных постов ГАИ. Руководство МВД приняло решение сократить их вдвое и усилить работу оставшихся. Сотрудники госавтоинспекции, мы планируем, значит, сейчас занятия проводим специальные они тоже, естественно, в усиленном режиме будут нести службу, но волнует нас один вопрос. То, что вот сегодня мы все слышим, то, что говорят, значит, что недостаточно наши сотрудники госавтоинспекции выполняют свои функциональные обязанности. Раньше патрулей было больше, вот как жителям нам кажется. Как вот вы можете это прокомментировать? На сегодняшний день даже больше можно увидеть, чем все остальное время.
Обычно сегодня по городу должны ездить и патрулировать, и нести службу патрульно-постовая служба. Но на сегодняшний день у нас очень много вакантных мест, не укомплектована эта служба, и поэтому и работу ППС, и работу дорожно-патрульной службы должны делать наши государственные автоинспектора. По городу Сухум ежедневно работает около 7-8 автопатрульных групп. И в других горорганах тоже. Безопасный город и безопасная трасса, так называемая. Это в неделю 3 раза проводится в городе Сухум. Около 10, значит, экипажей приезжают на 3-4 часа в городе Сухум, проводят профилактические мероприятия. Как в городе, так же и по главным нашим дорогам республики то же самое проводится. В таком маленьком обществе, как наше, тяжело применять законы? Если закон есть, значит, мы должны ко всем одинаково подходить. А родственные отношения не мешают работе? Но, если честно, есть. Но если мы будем смотреть на это, у нас ничего не получится. И родственники тоже должны понимать нас, потому что у нас в Абхазии все родственники, все мы друг друга знаем. Если за каждое нарушение кто-то будет просить, считайте, что у нас ничего не получится. Свадебный сезон – особый период в Абхазии. Торжества сопровождаются большими застольями. Веселье вдоволь, но есть и обратная сторона. Стрельба и нарушение правил дорожного движения участниками свадебного кортежа – не редкость для местной свадьбы. Материалы с такими видео часто попадают в интернет. На любительских кадрах, которые не так давно попали во всемирную сеть, хорошо видно, как один из пассажиров стреляет в воздух из автоматического оружия. Другая серьезная проблема – аварии. Шокирующие случаи ДТП со смертельным исходом в период проведения свадеб периодически будоражат общество. Есть среди погибших и дети. И мы на выходные дни, то есть субботные и воскресные дни, обычно, когда свадьбы проводят, мы усиливаем наряды, куда мы ставим. Но обычно жених и невеста куда сегодня могут приехать? Они из других городов могут приехать в столицу для того, чтобы возложить там цветы памятников, значит, парка славы, там, посетить драмтеатр, ботанический сад. Да, кстати, вот, не случайно мы да, с вами здесь сейчас. Сад. Вот видите, вот наряды стоят, они несут службу. Есть, конечно, к сожалению, есть и нарушения. Наш народ всегда, они носили оружие, но они носили в установленном порядке. Стрелять в общественных местах противозаконно, поэтому хочу обратиться к старшим, к младшим, ко всем, чтобы они вели себя достойно, как наши старшие себя вели, как и мы тоже со своей стороны будем выявлять эти моменты и по закону будем наказывать. Многие называют это традицией, стрелять в воздух, но... Стреляли еще в селах, в деревнях Абхазии, да, стреляли, когда невесту приводили в дом, есть охотничье оружие. 2-3 выстрела, это для счастья и так далее делалось, но не с автоматического. Причины ДТП общеизвестны – превышение скоростного режима и вождение в нетрезвом состоянии. Усиленные меры МВД, направленные на охрану общественного порядка, дают результаты, но приток молодых специалистов, по мнению Левана Кварацхелия, позволит улучшить ситуацию в сфере правопорядка. Не только в милиции общественной безопасности, в управлении общественной безопасности, везде, даже в криминальной милиции, в уголовном розыске есть сегодня, значит, вакантные места. У нас недокомплект на сегодняшний день. Ну, ждем. Дети наши, вот те, которые учатся за рубежом, можно сказать, они заканчивают, они с новыми знаниями, с новыми силами придут, встанут в наши ряды. У нас в основном вновь, которые поступают в нашу службу, они приходят откуда? У нас люди, дети наши обучаются в Краснодарском медицинском университете. Есть Волгоградская следственная академия и наша средняя школа милиции, то есть учебный центр. Летом регулярные пешие патрули будут работать в местах скопления людей и на туристических объектах.
Ну, пляжи центральные у нас сейчас, да, скажу я за город Сухум, у нас несколько, да, вот это набережная Хаджиров, Мока пляж, Айтар и так далее. Там обязательно будут наши сотрудники нести службу. Они, как и все прошлые года, и в этом году уже тоже планы намечены, значит, ежедневно в каждом пляже. По набережной вообще с 1 июня будут около 15 пеших патрулей. Это из числа прекрасного пола нашего министерства. Они будут, значит, нести там службу. И вот, например, у нас очень много отдыхающих ездят. У нас есть радоновые источники в Ачимчирском районе, в село Кындык. Туда приезжают, вот там тоже мы хотим в этом году. Там всегда находится охрана и из числа наших сотрудников, но в этом году еще хотим усилить. Там еще мы хотим, значит, просили, уже есть люди, которые могут установить видеокамеры, чтобы вот таких случаев вот неправомерных, чтобы там в этом месте, чтобы не происходило. А так и в Гаграх, и в Пицунде. Все курортные, как я ранее подчеркнул, все курортные экскурсионные маршруты, куда могут сегодня попасть наши гости, наши отдыхающие, везде будут находиться сотрудники. Не каждый турист знает, куда звонить в случае какой-то опасности. У нас разработаны памятки, которые у въезда, значит, на посту, на стационарном посту дорожно-патрульной службы ПСО, которые сотрудники будут выдавать, значит, с телефонами доверия, дежурной части и так далее. Ну, в памятке указано, какие места они могут сегодня, находясь у нас в Абхазии, посетить. И есть тоже, значит, контактные телефоны начальника управления государственной автомобильной инспекции. В случае каких-то моментов они могут напрямую набрать или в дежурную часть, или по телефону доверия, чтобы мы смогли отреагировать на любой вызов. Большинство туристов, посещающих Абхазию летом, приезжают сюда на личном автотранспорте. Существует отдельный приказ министра внутренних дел, по которому остановка и проверка этих автомобилей вне стационарных постов запрещена, если не было фактов нарушения правил дорожного движения. В приказе говорится, чтобы российские транспортные средства, не только российские, с иностранными госномерными знаками, которые въезжают в Республику Абхазия, без особого и грубого нарушения не останавливать. Если даже факт нарушения имеет место только в установленном порядке, зарегистрирован радаром или там видеокамерой, только на стационарных постах дорожно-патрульной службы сотрудники ГАИ имеют право остановить и проверить соответствующие документы водителя и пожелать им, если нет, конечно, фактов нарушения, пожелать счастливой дороги и чтобы водитель смог продолжить движение. А если такие факты будут зафиксированы? Если такие факты будут зафиксированы, конечно, я неоднократно говорил, есть службы, которые этим занимаются, они должны пресекать такие моменты, и поэтому они работают. Наши сотрудники дорожно-патрульной службы, я для всех говорю, имеют право остановить любое транспортное средство для проверки документов, особенно с российскими госномерными знаками, если на это имеется видеонаблюдение о нарушении правил дорожного движения. А сколько у нас сейчас постов работает по республике? На сегодняшний день 10 стационарных постов, но я, как подчеркивал, мы хотим сократить на 3-4 единицы, значит, личный состав мы перекинем в другие стационарные посты. Этим мы хотим усилить и укомплектовать, чтобы на каждом стационарном посту люди могли нести службу как нужно, как положено. Камеры
видеонаблюдения установлены по всей республике. Существует вот такая единая база, куда вносятся все нарушители правил дорожного движения. На главных постах по республике Бзып, Приморск-Камачара работают сотрудники трансбезопасности. Оператор объявляет нарушителя, а сотрудники ДПС вручают постановление нарушителя. За 4 месяца 2018 года в республике зарегистрировано 50 ДТП, в результате которых погибло 21 человек, более 60 получили ранения. Для сравнения, в аналогичном периоде 2017 года зарегистрировано 47 ДТП, погибших 21 человек, раненых 79. При этом по количеству ДТП лидируют столица, Гагарский и Гудаутский районы. А больше всего ДТП совершили водители в возрасте от 30 до 35 лет. А сотрудники оснащены необходимой техникой? То, что необходимо сегодня, наши сотрудники дорожно-патрульной службы, они имеют в наличии, есть, значит, радары, это то, что, значит, фиксирует скоростной режим, есть алкотестеры, чем они могут проверить водителя на предмет состояния алкогольного опьянения. И все необходимые есть. А если говорить о штрафах, как вы их оцениваете? Вообще считаете ли вы, что они соразмерны вот этим нарушениям? Ну, штрафы, чтобы сказать, у нас не очень минимальные. Штрафы, даже если сопоставить с российскими, они, есть некоторые статьи, которые превышают даже российских штрафов. В этом плане, я думаю, нормально. Не стоит ужесточать? Ну, ужесточать тот, который будет нарушать, для него это особо ничего не дает. А те послушные водители, они и так будут соблюдать те требования, которые требуют правила дорожного движения. Леван Сергеевич, наша программа подходит к концу, и традиционный блиц. Хотелось бы узнать, что самое главное в вашей работе? В системе, значит, Министерства внутренних дел, я считаю, самое главное – это дисциплина среди сотрудников. Нет дисциплины – нет работы. Поэтому мы стараемся в первую очередь соблюдать дисциплину. Я считаю, когда дисциплина присутствует, уже дальше можно и работу наладить, и все остальное. Какие задачи вы ставите перед собой в этом 2018 году? Ну, сейчас основная задача, как мы видим, летний курортный сезон начинается. Охраной общественного порядка в основном занимается милиция общественной безопасности. Те службы, которые есть другие, там криминальные службы и так далее, они, естественно, помогают, но в основном эта задача, обязанности возложена на милицию общественной безопасности. Я думаю, мы обеспечим охрану и безопасность наших отдыхающих и нашим гражданам. Скажите, пожалуйста, а есть ли то, чем вы гордитесь, что бы вы хотели выделить положительного в вашей работе? У нас в системе очень много молодежи. Вот у каждого есть направление. Хотел бы им пожелать карьерного роста. Мы служим народу, чтобы народ и общественность тоже нас понимала. И то, что мы делаем, к сожалению, не всегда они нас понимают. Правильно, многие, конечно, поддерживают, но хотелось бы, чтобы сделать все, что нужно для того, чтобы народ был доволен. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже.